Хочу еще сказать про медведей немножко. Вот первоначально, вот по весне, они, как сказать, ворошат эти муравейники, и они начнут выходить на дороги, где молодая осина. Именно молодая осина, а не верхушки вот этой молодой осины. Листья, когда будут уже появляться, вот они начнут этим кормиться. Осиной, имейте в виду. Они всеядные, и траву жуют, и мясо, и падаль, все подряд. Озера еще вон все закрыты. Ладно, сейчас еще дальше сходим. Прошли уже нормально так. Пока никого не видел, не слышал. Сейчас иду как-то вот, блин. Я здесь только прохожу обычно осенью, когда я грибы собираю. По весне я редко, вообще я сюда не прихожу. Осенью. Такой ягель не очень такой большой тут по размеру. 1,5 на 1,5 от силы, наверное. По километражу, по гектару это, если рассчитать, фиг знает. 100 на 100, наверное, это гектар. Или что там, размер. Прошлую осень тут мы с Денисом сюда приходили. Бля. Так. Немножко, вслух говорю, потому что не по себе мне. Иду и я чувствую, все равно медведь-то ходит. Я увидел эти его следы там. А тропинка куда-то идет. Давайте сходим по этой тропе. Ну, в этом походе кого я могу увидеть? Запросто могу увидеть этих бобры тут водятся на этой реке. И в остальном, наверное, больше никого. Вот видишь, уже ельник начинается. Сейчас вообще как-то лес такой будет густой. Вот. Земля мерзлая еще, под ногами чувствуется. Туда идешь, хрен его над перехода, может, даже и нету. Все равно эти озера выходят на речку. Рябчик. Рябчика услышал. Взлетел. Живая душа есть. Боровую птицу я весной вообще не трогаю. Да, взлет был. Между прочим, сейчас со знакомым тоже разговаривал. Выше по реке ходили на... самец. Выше по реке ходили они на ток. И удивительно, но они сказали, очень много косачей там было. Тетерев, тетерок, то есть. Черных косачей меньше было. А вот тетерки, говорит, даже самцов гоняют там. Блин, так активно, говорит, себя вели там. По количеству больше тетерок, чем косачей. И нормальное количество. Так,
Хотя всю зиму никого не было. Ну вот, смотри. Все гуще становится лес. Старые старицы кругом. Фу, блин. Тут ветра меньше и сразу теплее становится. И это идет по-зимнему. Не для таких походов. Так. Да. Речка-то далековато, оказывается. А, вон она. Вот, дошли до речки. Да, это уже река. Хорошо. Да, там река течет. Просто прогулка. Просто прогулка у меня. Вот так. Ну, сейчас до лодки дойдем. Еще по этой реке я поднимусь. Несколько километров. Так. О, грибы с прошлого года. Ну, для соления даже. Так. Ну что. Короче. Здесь, наверное, снимать пока нечего. Тут что тут? Залито просто. Главное, в западню не попасть. Потому что кругом мелкие озера, старицы и
Бывает, попадешь, блин, такой круг потом делать приходится. Вот так вот. Ну вот там наконец-то яголь начинается. Побродил. Хватит. Никого я там не увидел. О, какие сухостои тут. Гнилые даже. Этот вообще могуч. Вон они. Дровишки-то стоят. Все. Здесь, наверное... Так, подожди. Тут-то перехода, оказывается, нету. Вот. Я о чем говорил. Ладно. Налево пойду. Блин, снова дошел до реки. Хорошо, что там, смотрю, переход есть. Да. Напрямик хотел пойти, но не удалось. Следы выдры. Выдра тут ходила. А бобриные следы пока не вижу. Я не охочусь на них. Не подумайте, что вот я где-то смотрю, чтобы выстрелить. Нет. Просто мне интересно их повадки. Вот. Ни одного зачеса я не увидел. Свежего. Бобриного. Вот они ивы хорошо грызут. Здесь пока тишина. Вот. Я и толком на них и осенью не охочусь. Ни разу еще не охотился так. Не пробовал этот бобриное мясо, не пробовал ни разу. Вот так вот. Фу-ху. У меня на второй реке, на второй избе этих бобров хватает. Бери, не хочу. Ладно, туда уже не пойду. Там петляет очень сильно даже река. Пойду напрямик. Здесь еще местами снег лежит. Значит, севернее, если километров на 50, там вообще должен быть много снега еще. И вот тут еще у нас погода, вон смотри как. Фу. Ну вот сейчас подъем будет. И напрямик палаткой пойду. Тут недалеко уже.
Жарко стало. Вспотел сильно. Тишина. Птицы даже перестали петь. Все время присматриваюсь. Может, где-то мелькнет медведь-то. Не знаю, где он. Я пока не охотник на него. Я ни разу еще в медведя не стрелял. Но нормально поснимать тоже пока не удалось. Разные встречи были, но нормально еще не заснял его. Спокойно, чтобы вот зрители чтобы видели. На экшн камеру, конечно, тоже мало что видно, но я так уже привык к этой камере, что Panasonic уже редко когда в руки беру. Panasonic то 50-кратный, он хорошо приближает. Бывает там, думаешь, мелькнет кто-то. Не то заяц, не то еще какая боровая птица, не видишь. Вот силуэт видишь, а не понимаешь, там кто-то сидит или еще. А потом Panasonic так приближаешь 50-кратным. Вообще в упор видишь там, думаешь, там заяц сидит, а там коряга. Бывало там тоже лось стоял. Шевелился там. Голову шевелит. Зимой было. Приблизил, а там под снегом коряга. Вот этот. И когда ты смотришь минут 3, вот в одну точку смотри, минут 3, еще дольше. Эта мишень, силуэт будет шевелиться. И муравейник начнет шевелиться, и да любая точка там. Это мираж называется. Ну, вот у меня тогда тоже, блин. И, между прочим, ребят, уже сотни раз мне мужики рассказывали, когда на охотах они путали, вот, увидят, думают, лось или еще кто-то стреляет, а оказывается там просто какой-то пень или еще. Так что надо 100% быть уверенным, куда стреляешь. Частенько от жадности вот думают, блин, убежит там, в луп я стреляю, а там или пень, или еще. Хрен не знает, от кого стреляешь. Несчастные случаи так и бывают. Каждый год друг друга охотники стреляют. Ладно, пошел я к палатке. Все. Тут больше делать нечего. Прогулялись. Надышались свежим воздухом. Примерно так. Тут муравейник тоже не тронутый. Проходной, видимо, медведь. Проходным прошелся и все. Вот так. Целые муравейники. Между прочим, там крупный муравейник тоже. Время есть так. Интересно мне все знать, посмотреть. Когда вот так наблюдаешь всю эту картину, что, где, как, и уже понимаешь. Одним днем ты к тайге, и, как сказать, не привыкнешь и не узнаешь все. Вот. Старый муравейник, оказывается. Опять в другую сторону начал идти.
Один рябчик тут только вот в этом лесу. Интересно, один или самочка там тоже была. Если самочка есть, то выводки будут. Так, ну ладно, ничего тут интересного, я смотрю. Все. Нигде ничего не ворошит. Прошел и прошел. Фиг с ним. А вчера еще я видео смотрел по комнатам. Ну, в комнатам. Охотник тоже рассказывал, как, блин, 80 или 90% медведей все зараженные этим болезнями, вот, которые вот мясе, которые в капсулы эти. Вот такое мясо съешь, не проверил, съел медведя. И эта болезнь, наверное, как-то у человека мышцы начинают сохнуть. Ну, блин, такая болезнь такая, что вот у тебя у самого мышцы заболевают, и человек как-то вот процесс такой идет болезни. Нехорошая. Так что медведь, не знаю, почему только их стреляют. Именно весной еще. Блин. Ну понимаю, фиг с ним осенью, когда у него с салом много жира этого внутреннего, и добыл там мясом можно и, скажем, не брать, а сало-то жир лечебный. Эта зараза у него в мясе везде, вот где вот в голове прожилки там мясо. Тут рябчик ночевал зимой. Диафрагма, вот там, говорит, если на солнце так посмотреть, можно даже увидеть эту заразу. Опасная штука это, блин, болезни. Тут тоже грибы сгнившие, вон какая тропинка. Это к реке идет. Нормально прогулялся я.